прямом эфире на ТНВ новости в субботу. В студии Милевша Кашапова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Больше 10 тысяч гостей и 2 рекорда России. 200 литров кулеша было приготовлено сегодня. О том, как в Кемерово отметили федеральный сабантуй, репортаж Рамиля Галиуллина. Рота, ушедшая в небо. В Нижнекамске почтили память погибших при исполнении воинского долга. Надежду держим, очень хорошо держим. Гордость есть. Истории мужества и патриотизма. В репортаже Гульнары Минихановой. Республиканский праздник мордовской культуры «Балдашиняч» прошел в Тетюшском районе. Очень символично, что сегодня, в этот же день, в Мордовии проходит сабантуй. Подробнее о празднике солнцестояния Ирина Васильева. Народный праздник в 2000 километрах от Татарстана. В Кемеровской области сегодня прошел третий в истории региона международный шахтерский сабантуй. В этом году событие еще имеет статус федерального. Федеральный сабантуй ежегодно проводит один из регионов страны совместно с Татарстаном. В Кемеровской области сейчас проживает более 40 тысяч татар. Народное гуляние собрали свыше 10 тысяч человек. Почетными гостями стали Рустам Миниханов и большая делегация из республики. На празднике Плуга установили 2 рекорда России. Как сабантуй стал местом общей встречи. Рамиль Галиуллин. Весь день на Московской площади в Кемерово звучат татарские мотивы. Сабантуй давно стал многонациональным праздником, говорят здесь. Какой сабантуй без народных забав? Вот Раис Татарстана дает совет, как победить в боях на мешках. Отличились на Майдане любители гиревого спорта. Атлеты установили рекорд страны. 100 человек одновременно поднимали гири полчаса. Здравствуйте, мы рады вас приветствовать здесь. Поставили на сабантуй еще один рекорд – кулинарный. Рустам Миниханов и Сергей Цивилев приняли участие в приготовлении самого большого шахтерского кулеша. Это блюдо из пшеной крупы. Раис республики добавил зелень для вкуса. И какая же каша без масла? Его добавил глава региона. Здесь сегодня сварили 200 литров и угощали всех гостей. Благодаря этим ингредиентам, конечно же, вкус будет раскрыт. Пока в Казани кипел кулеш, на Майдане кипели эмоции от борьбы крэш. Звание главного батыра на Кузбасской земле завоевал борец из Татарстана Радик Салахов. Это значит, главная награда – автомобиль «Лада» от Раиса республики возвращается в Казань. Гости осмотрели и праздничные подворья. В Татарском, подготовленном лениногорскими умельцами, рассказали об истории праздника Плуга. Подворье станет подарком местным татарам и будет установлено рядом с мечетью в Кемерово. Сегодня в области проживает больше 40 тысяч наших соотечественников. На Кузбасском подворье представили традиции и быт народов области. Чтобы было мирное небо над нашей страной. Международный шахтерский сабантуй проводится в 3-й раз. В этом году он в статусе федерального. На горнодобывающих и промышленных центрах наши соотечественники трудятся с начала прошлого века. Поздравляю вас с федеральным сабантуем и шахтерским сабантуем. Мы искренне рады присутствовать здесь. Здесь много наших друзей. Самое главное, начальник здесь наш друг, брат наш. И, конечно, прекрасная организация. Наши великие предки завещали нам так жить. Мы должны быть одна семья. И счастье – это когда ты любишь свою семью, когда ты любишь свой народ, когда ты любишь свою страну. Счастье – это когда ты служишь своему народу и служишь своей стране. Наградить медалью за веру и добро. По традиции на сцене вручают государственные награды активистам общественных организаций. Рустам Миниханов приехал не с пустыми руками. Раис Татарстана подарил микроавтобус местной автономии татар. Подарок от Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Следующий федеральный сабантуй пройдет через год в Йошкар-Оле. Туда и отправился Тулпар-Ат, переходящий символ праздника Плуга. Символ 24-го федерального сабантуя передан! Рамиль Галиуллин, ТНВ, Кемерово.
Сегодня Рустам Минниханов посетил ряд объектов Кемерово. Раис республики побывал в соборной мечети Мунира и пообщался с муфтием области Тагиром Бекчентаевым. Святыня открылась в 2008 году. В саду установлена стела в честь 1000-столетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Рустаму Минниханову рассказали о планах открыть рядом с соборной мечетью Татарский национально-культурный центр. Как раз сюда переместят татарское подворье с Майдана Сабантуя. Сабантуя перевезем сюда. Значит, располагаться будет оно состоять из комплекса зданий. Это Татарский культурный центр, национальный музей, кафе национальной кухни, ремесленный ряд. Также Рустам Минниханов прогулялся по новой городской набережной реки Томь. Возложил цветы к мемориалу воину-освободителю. В рамках рабочего визита Раис республики осмотрел и Кемеровское президентское кадетское училище, и Государственный фонд «Защитники Отечества». И на встрече с журналистами подвел итоги дня. Посетили мечеть, прекрасные мечети, прекрасные отношения наших рядом священнослужителей, да? Мир, согласие. Вот чем наша страна сильна? То, что в мире, согласии, мы живем все вместе. Нет никаких у нас разногласий. Не в зависимости от национальности. Он больше на татарина похож, чем я. Спасибо. Мы друг друга называем брат-брат, мы так общаемся. В особой атмосфере ежегодно отмечает Сабантуй в Москве. Традиционно он собирает гостей и москвичей в столичном парке Коломенское. Поздравить всех с праздником от имени руководства республики приехал Фарид Мухаммедшин. Он назвал московский Сабантуй особенным и подчеркнул, праздник несет особую историческую миссию сохранения культуры, традиций и языка. В этом году к столетию генерала армии Махмуда Гареева, москвича и известного татарина, создали отдельное пространство на празднике. О других деталях Сабантуя нам по телефону из Москвы сообщит Дина Газалеева. Главным подарком москвичам сегодня стала погода. Ведь вчера столицу заливал дождь, и все опасались, что и сегодня он может испортить праздник. Но нет, Сабантуй удался. Гости пришли целыми семьями. И традиционно самым большим интересом у собравшихся пользовалась стилизованная татарская деревня. В каждом домике, а их обустраивали партнеры столичного Сабантуя из набережных Челнов, все самое интересное. Особенно для маленьких участников праздника. Мастер-классы и фотографии на память. Без этого не обходится ни один московский Сабантуй. И именно по такой радостной активности скучали москвичи в пандемию. Сейчас, в эти дни, парк Коломенское стал морем удовольствия и веселья. Уважение к нашей истории, гордости нашей столицы, гордости то, что и Республика Татарстан, и Республика Башкортостан объединяют в этом стремлении дать возможность людям гордиться культурой, наследием и с уверенностью смотреть в будущее. Гости традиционно в тюбетейках, а легендарный КамАЗ-победитель международных ралли-рейдов на своем месте. Угощения и красивые поделки в торговых рядах. Почему для нас важен Сабантуй в Москве? Потому что это столица. Мы все подтягиваемся на уровень столицы по всем мероприятиям, экономическим показателям. И вот по празднику Сабантуй я по праву назову Москву одним из ведущих городов нашей большой России. Собирается огромное количество людей разных национальностей, любых вероисповеданий, но чтят традиции. Главная сцена Сабантуя стала местом для красочного концерта и награждения. Особенно отметили сегодня юбиляра, давнего друга Татарстана, председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, медалью «Столетия ТАССР». За плодотворное сотрудничество и большой вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан. Впервые в этом году на Сабантуе оформили фотозону в память о нашем легендарном генерале армии Махмуде Гарееве. Знаменитому московскому татарину и патриоту исполнилось бы 100 лет. Праздничный Сабантуй продолжается и завершится сегодня дискотекой. Дина Газалиева, ТНВ, Москва. В
В Нижнекамске 9-летнюю девочку насмерть сбил водитель иномарки. Ребенок на самокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам 61-летнего водителя, он не успел среагировать на девочку, которая резко появилась на проезжей части. На место приехали глава района Рамиль Мулин и следственно-оперативная группа. Как выяснили, самокат девочка за несколько минут до трагедии взяла у своей подруги. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 62-го года рождения мужчина совершил наезд на пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, который пересекал проезжую часть на самокате. Работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства ДТП выясняются. Двое мужчин утонули на озере Комсомольское в Дербышках. За последние сутки оба купались на противоположной стороне пляжа. Как сообщает МЧС, одному из них стало плохо в воде. Возможно, сердце. Его вытащили очевидцы и вызвали медиков. Однако спасти не удалось. Второй мужчина, со слов очевидцев, нырнул и не вынырнул. Его тело водолазы искали в течение часа и вытащили из глубины 7 метров. Скорее всего, из-за разницы температуры воды и воздуха возникли судороги. Не исключается, что мог быть травмирован посторонними предметами при ныряние. С 1 июля в России вступает в силу целый ряд изменений. Начинает действовать положение более 200 федеральных актов. Ключевые поправки касаются социальной сферы, госуслуг, бизнеса, оборота оружия. Так снижена максимальная ставка по потребительским кредитам. В поликлиниках появились штатные психологи, введен акциз на сахаросодержащие напитки. Подробнее в нашем обзоре. Отныне в поликлиниках можно обратиться к психологу. Новые штатные единицы появились по новому порядку оказания медпомощи. По полису ОМС психологическая помощь будет бесплатной. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп и мед. При этом соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. Как отмечают, эта мера призвана улучшить здоровье россиян за счет уменьшения потребления сахара. Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8%. Максимальное значение полной стоимости кредита или займа станет менее 300% годовых. Также у микрокредитных организаций увеличен минимальный размер собственных средств с 3 до 4 миллионов рублей. Минтранс России запустил портал для приобретения авиабилетов по льготным ценам. Эксперимент будет действовать в ближайший год. Можно получить субсидию на полет на Дальний Восток, в Калининград и по ряду региональных маршрутов. Право на льготный билет имеет молодежь до 23 лет, женщины старше 55, мужчины старше 60, а также некоторые категории инвалидов. Упрощается процедура добровольной ликвидации предприятий малого и среднего бизнеса. Для этого достаточно заявления учредителя юрлица. Подписи под ним должны быть нотариально заверены. Ликвидация в упрощенном порядке возможна в том случае, если у юрлица нет задолженностей по зарплате и налогам. Записаться на прием к нотариусу теперь можно через портал госуслуг. Это могут сделать жители 75 регионов России. До этого сервис протестировали в 8 субъектах страны. Оформить ДТП и получить возмещение ущерба по ОСАГО можно будет в электронном виде. Подача заявления страховому агенту будет доступна на сайте госуслуг. Речь идет о случаях, которые оформляются по Европротоколу, то есть без участия сотрудников ГИБДД. Жители страны, юрлица и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере охотничьего хозяйства, смогут временно передавать свое оружие для охоты другим лицам. Желающим получить от них огнестрел нужно предоставить разрешение на оружие и охотничий билет. Дмитрий Айринин, ТНВ, Казань. Сегодня в нашей стране памятная дата – День ветеранов боевых действий. Он посвящен всем бойцам, которые вставали на защиту Родины и принимали участие в сражениях. На календаре эта дата появилась в 2009 году. Сегодня большая акция памяти прошла в Нижнекамске. Она называется «Рота, ушедшая в небо». 200 человек участвовали в шествии с портретами своих близких и однополчан. К маршу памяти присоединились и нынешние участники СВО. На акцию участники сегодня пришли с цветами. В руках плакаты тех, кто отдал жизнь Родине во время боевых действий. У Марии Рамазановой портрет мужа. Равиль Рамазанов служил в Чечне. В апреле прошлого года добровольцем отправился в зону СВО. Был командиром БТРа. Погиб в мае, защищая жителей ДНР. Форма дома висит у нас, мы не убираем его, конечно же. Дети берегут все это. Как бы даже считают, что мужчина должен быть таким, дети тоже такие же. Какие ценности привил тебе папа? Патриотизм.
Шествие началось под звуки духового оркестра. Фанис Ахмедшин, ветеран боевых действий, был в Чечне в 90-е. Патриотизм и любовь к родине привил и своему сыну Айрату. Так получилось, он тоже попал в Чечню, но уже в 2000-х. Погиб во время выполнения боевого задания. Я сколько? 25 лет почти служил. Отслужил. Он же видел. Я горд, что он защищал нашу родину. Колонну на протяжении всего пути сопровождали байкеры. Шествие началось на улице Юности и завершилось у памятника воинам-интернационалистам. Здесь минутой молчания почтили память погибших земляков. Боевое братство Нижнекамска проводит акцию «Рота, ушедшая в небо» второй год. В этом почтить память погибших при исполнении воинского долга пришли 200 горожан. В эту памятную дату мы сегодня здесь все собрались для того, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся. Мы склоняем голову и сказать спасибо тем, кто сегодня здесь с нами, кто защищал нашу родину. Вот здесь в строю стоит участники боевых действий, афганцы, чеченцы, сирийцы. Теперь уже новая история наша, участники специальной военной операции. Сегодня я хочу сказать спасибо вам, спасибо нашим мамам. На митинге родственникам участников специальной военной операции передали ордена мужества посмертно. Также вручили медали за боевые отличия. Медаль Суворова получил Руслан Салихов. В зону СВО ушел добровольцем в апреле прошлого года. Получил ранение и вернулся в родной Нижнекамск. Чувство гордости. И самое главное, мы обязаны выстоять этот натиск. Общаюсь с ребятами, кто обратно уехал. Все живы-здоровы, слава богу. Натиск держим, очень хорошо держим. Гордость есть. В завершении митинга участники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В памяти каждого это рота, ушедшая в небо. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. Мы продолжаем нашу специальную рубрику «Своих не бросаем». В ней мы говорим о журналистских репортажах из зоны СВО. Показываем видеоматериалы о том, как там живут мирные жители и с какими испытаниями им приходится сталкиваться. Сегодня мы расскажем о репортаже нашего коллеги Романа Косарева из Russia Today, который продолжает работу в Донецке. Как он сообщает, ВСУ в очередной раз обстреляли город из американской системы «Хаймарс». На кадрах шрапнель, которые начинили снаряды для нанесения максимального ущерба. Под обстрел попали мирные жители. 2 человека погибли, еще как минимум 10 пострадали. Среди них 5 детей и подростков. Корреспондент навестил 17-летнего Ростислава, который сейчас в больнице с тяжелыми ранениями. В зоне специальной военной операции продолжаются тяжелые бои, потому что мы своих не бросаем. В Альметьевске открылся пункт набора на военную службу по контракту. Набор будет проходить в здании местного военкомата. Для этого предусмотрели отдельное помещение. Если до открытия пункта альметьевцам приходилось ходить по разным кабинетам на разных этажах комиссариата, сейчас принимают в формате одного окна. На оформление документов потребуется всего 3 часа. За день заявление на прохождение контрактной службы написали 3 жителей. Комиссариат рассмотрит их документы в течение недели. Среди тех, кто изъявил желание отправиться в зону СВО, есть и женщина. Она медик, до этого 2 раза побывала на Донбассе, сейчас хочет вернуться туда снова. После того, как гражданин прошел медицинскую комиссию, проходит 5 врачей, прошел обязательное видоисследование, формируется личное дело. После этого гражданин, потенциальный кандидат, уже беседует с представителем пункта набора граждан на военную службу города Казани и заключает непосредственно здесь уже контракт. В нашей республике продолжается набор. Соглашение подписывается на год и больше. Для военнослужащих контрактной службы и их семей предусмотрены материальные выплаты и социальные льготы. Можно обратиться в военный комиссариат республики или по месту жительства. Единый номер службы отбора вы видите на экране.
Другим темам. В Мамадыше появится производство картона. Отечественное оборудование для запуска цеха уже закуплено. Новое производство резидентов промпарка «Вятка» должны заработать уже в этом году. О проектах предприниматели рассказали вице-премьеру, министру экономики Мидхату Шагиахметову. Он изучает развитие промпарков в районах республики. В Мамадыше ему также показали новую площадку, где резидент будет выпускать минеральную воду и напитки. Планируют создать до 60 рабочих мест. Специалистов наберут не только из Татарстана, но и из Ирана. Еще один резидент займется переработкой сибирской лиственницы. В промпарке сельхозтехника Мидхат Шагиахметов посетил новый завод по производству металлических труб. И уже на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивого развития экономики обсудили улучшение инвестклимата в Татарстане, а также реализацию мер господдержки. Посмотрели резидентов, который сегодня уже выпускает востребованную продукцию, промышленное производство, комплектующие для автомобильного завода КАМАЗ. Видим потенциал развития. Вот с Антоном Петровичем обсудили, какие дальнейшие мы должны принять совместные действия для того, чтобы все те вопросы, которые ставит бизнес, мы максимально могли реализовать. В Казанском Кремле появился детский экскурсионный маршрут. Его разработали участники летней смены лагеря «Движение первых». Сегодня здесь презентовали сразу 3 маршрута. В ближайшее время их доработают и объединят. Над проектом работали сразу 24 школьника и студенты колледжей. Все они посещали смену лагеря. Занятия проходили в присутственных местах и музеях Кремля. Экскурсоводами будут сами ребята. Мы разделились на 3 группы, и нам дали 7 локаций, по которым мы должны были сделать экскурсию. Нам давали основные точки, которые были основные на нашем Кремле, и там мы должны придумать свой собственный маршрут. То есть, что было первое, что было последнее, что в нем было, что в нем не было. Мы решили, что они вместе додумают и предложат вот из этих 3 концепций какую-то такую единую, и уже этим летом сами будут проводить экскурсии для ребят из движений, и не только, знакомя с Кремлем, с историей, в интересном формате, но и, безусловно, вовлекая новую аудиторию в движение первых. Знаменательное событие для жителей Актанышского района. Сегодня в селе Верхнее Яхшеево открыли новую мечеть. Первый камень в основании заложили ровно год назад. Примечательно то, что ее открыли в неделю, когда весь мусульманский мир отмечал Курбан-Байрам. Строили мечеть на средства жителей и меценатов. Один из них, Тимурбулат Ахмадулин. Поздравить верующих с этим событием приехал глава района Ленар Зарипов и заместитель муфтия Ильфар Хазрат Хасанов. Это 55-я мечеть в районе. Автор кулинарных книг, телеведущий Сталик Ханхишиев напишет книгу с рецептами национальной кухни Татарстана. Идею поддержало руководство республики. Рассказал он во время встречи с читателями в Национальной библиотеке. Это будут истории жизни татарстанцев и их личные семейные рецепты. Для этого творческая группа отправится в районы республики. Татарская кухня должна обогащаться, опираясь на традиции, считает кулинар. Сталик Ханхишиев, автор десятков книг, параллельно ведет кулинарные рубрики. Эчпочмак – это сразу моя любовь на всю жизнь. Я уже приготовил это блюдо для своих зрителей, для своих подписчиков, опубликовал. Я буду рассказывать не только об узбекской, не только об азербайджанской кухне, которые являются родными для меня, но и о татарской кухне тоже. Потому что эта кухня заслуживает того, чтобы ее узнали и в России, и во всем мире. Сегодня в Тетюшском районе прошел мордовский праздник Валда-Шинясь. В год национальной культуры и традиций здесь выступили сразу 15 этноколлективов из Татарстана, Мордовии, Чувашии, Ульяновской области. Еще на рассвете мордовские бабушки на местном роднике провели древний обряд поклонения солнцу. Сам праздник проводят в честь летнего солнцестояния. На Валда-Шинясь село Кильдюшево отправилась Ирина Васильева. Всюду звучит мордовская речь и льется песня. Это значит, мы попали на Валда-Шинясь, праздник летнего солнцестояния. Уже 10-й год он масштабно проходит в селе Кильдюшево. Сегодня как никогда для нас важно сохранять национальную культуру и традиции каждого народа.
Особое значение Валда-Шинясь приобретает в год национальных культур и традиций, объявленный в Татарстане Раисом Республики Рустамом Нургалевичем Миннихановым. В переводе на русский язык Валда-Шинясь означает «светлый день» и ассоциируется с ярким солнцем, изобилием и плодородием. Жители села Кейдюшево, в котором проживают представители национальности Мордва-Мокша, рассказывают. Раньше люди каждое утро поклонялись солнцу, символу жизни. Ну а в день солнцестояния собирались в центре села и уже все вместе проводили обряды, посвященные солнцу. Посмотри с небес на нас, то, что делаю, увидь. Театрализованная постановка традиции отцов «Язык тысячелетия» рассказывает о древней легенде. Тюштя, сын бога грома и войны и земной девушки. Чтобы вернуть на землю лучи солнца, проходят испытания. На поляне звучат традиционные напевы мордвы в исполнении ансамблей из Татарстана, Чувашии, Ульяновска и Мордовии. Таких напевов вы не услышите среди обычных жителей. Это те жители, которые живут в местном поселении, это старожилы села. Гости заходят в рыбацкий стан. Здесь можно отведать уху. В мордовском подворье угощают чаем бабушки. Это настоящий быт мордовского дома. Праздник собрал гостей из разных регионов России. Я приехала к невестке, и вот и обалдела. Так здорово. Я первый раз вижу такой праздник. Нравится то, что все в национальных костюмах, то есть как раз-таки отдается дань уважения культуре, какой-то истории. И вот это вот, конечно, поражает. Я хочу научиться слышать свой родной язык, который наша мордва разговаривает чисто. Хочется увидеть, может быть, даже и с Леногорска мои земляки приедут. Еще днем Рустам Минниханов всех своих подписчиков поздравил с Валда-Шинясь на макшанском и ирзянском языках. Поздравительную телеграмму Раиса Республики на Майдане сцены зачитал Экзам Губайдуллин. Этнические фестивали стали традиционными, яркими мероприятиями, которые проходят на республиканском уровне. А главное, позволяют народам Татарстана показать свои самобытные обычаи. Традиционно были гости и из Мордовии. Они прошлись по площадкам и отметили, насколько дружно живут и отмечают праздники татарстанцы. Приезжаем не первый раз, не первый год и всегда удивляемся, что так масштабно здесь все проходит. Но мы со своей стороны поддерживаем татар, которые проживают в Мордовии. В прошлом году Всероссийский сельский сабантуй провели там. В Татарстане проживает порядка 15 тысяч мордвы. Это два основных этноса – Эрзя и Мокша. Языки и национальная одежда у них отличаются, но культурный код единый. Ирина Васильева, Данил Филатов, ТНВ, Тетюшский район. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас с прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. А я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте! Пришедший атмосферный фронт остудил воздух, и в большинстве районов республики наблюдались осадки. А какой будет погода в предстоящие сутки, узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево переменная облачность. Ночью в первой половине дня пройдут дожди. В ночные часы ожидается 15 градусов тепла, днем будет по-прежнему тепло до 22 градусов со знаком плюс. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Лабуге дожди возможны лишь в ночное время. До 16 градусов тепла ночью и до плюс 24 днем. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше пройдут дожди ночью и в первой половине дня. В темное время суток ожидается 16 градусов тепла, а днем 23 градуса выше 0. В Арске, Кукмаре и Балтаси вероятность осадков небольшая. Ночью воздух прогреется до плюс 14, днем также тепло плюс 24 градуса. В Болгаре, Дрожжаном и Буинске по прогнозу малооблачная погода без осадков. В ночное время ожидается около 15 градусов тепла, в дневное время около 25 градусов со знаком плюс. В Альметьевске, Чистой Полимамадыше малооблачно, преимущественно без осадков. До плюс 15 в ночное время, днем температура повысится до плюс 24. В понедельник температура вновь устремится вверх, и осадки пока что не прогнозируются.
В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 16, а день будет теплым, до 25 градусов со знаком плюс. Ветер западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление чуть ниже нормы, а влажность воздуха по-прежнему в норме. Магнитное поле Земли спокойное. Переворачиваем страницу календаря на июль и встречаем второй летний месяц с улыбкой. Хороших вам выходных и прекрасного летнего настроения. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!